В этом году наша страна отмечает великий праздник. Это 75-летие победы над фашистской Германией. Так получилось, что наше предприятие имеет непосредственное отношение к 1941 году. Якутгорводоканал был создан 27 марта 1941 года, незадолго до войны. И с нашего предприятия на войну ушли 14 человек, из которых вернулось всего 5. В музее водоканала хранится подробное воспоминание Алексея Иннокентьевича, написанное им лично. Я, Однокурцев Алексей Иннокентьевич, был призван в ряды Красной Армии в июле 1941 года. До призыва работал преподавателем в Кильдямской школе Якутского района Якутской ССР. Из этого же района вместе со мной были призваны товарищ Посельский, секретарь райсовета, преподаватель истории Кангаласской школы, и товарищ Тумашов из Павловской школы. Из Якутска нас доставили в Читу для прохождения военной службы и обучения в полковой школе младших командиров, где готовился сержантский состав. После окончания полковой школы в ноябре 1941-го мне было присвоено звание старшего сержанта, заместителя командира взвода, и я был направлен в город Канск в распоряжение командования 318-й особой сибирской стрелковой дивизии. Под Ворошиловградом наша 318-я особая сибирская стрелковая дивизия, и я в том числе, получила первое боевое крещение. Ведя ожесточенную борьбу с превосходящими силами немецко-фашистских захватчиков, нашей дивизии с кровопролитными боями все же пришлось оставить ряд городов и населенных пунктов. Город Ворошиловград, Каменск, Ростов-на-Дону, Моздок, станцию Лихая, и лишь на горе Малгобек возле нефтяных промыслов удалось закрепиться и остановить наступление немецких войск. За освобождение Новороссийска я, наряду со своими отличившимися в боях однополчанами, был награжден орденом Красной Звезды. Во время дальнейших наступательных боев нашей морской бригадой был освобожден Таманский полуостров, за что я был награжден орденом Отечественной войны второй степени. Во время этих боев я был ранен. В январе 1944 года нашу десантную бригаду вывели с Крымского полуострова. В феврале 1944 я был госпитализирован и отправлен на излечение в город Кисловодск, после чего был демобилизован как инвалид второй группы из рядов Красной Армии. И, конечно же, с этим связано особое трепетное отношение водоканальцев к людям, которые ковали победу. Примером этому служит вот этот стенд «Бессмертный полк водоканала», куда вошли люди, которые уходили на войну с нашего предприятия, но и те, которые являются родителями наших работников. В этот юбилейный год мы решили увековечить память тех людей, которые работали в водоканале, ушли и сражались за победу, трудились здесь. Поэтому мы решили издать книгу «Река памяти», куда вошли 66 человек. Гарри Камалович – человек, прошедший Великую Отечественную войну, правда, в ее немного другой ипостаси, не числился в рядах ее участников много лет. Всю свою жизнь Гарри Камалович Хисмутов слыл тыловиком, как будто не было призыва в армию в 1942-м, минометного полка и секретной стройки под землей во Владивостоке. Война в том виде, в котором она прошла для него, не закончилась с капитуляцией Германии. Она продолжилась на строительстве аэродрома в Черском на Колыме, когда рубили лес в самой неведомой Нижнеколымской глуши, и в водоканале, где он начал службу начальником водоузла номер 1. Спустя 56 лет после победы ему вручили удостоверение ветерана Великой Отечественной. Но даже рассказывая о том времени, он вскользь говорит: «Я хочу забыть об этом всем». Гарри Хисмутов родился в крестьянской семье в Татарстане в 25 году прошлого века. Его отец был печником, сам обжигал глиняные кирпичи и слыл большим мастером в своем деле. Его сын Гарри помогал ему с детства и постепенно перенимал отцовское ремесло. Вместе с этим он перенял и другие навыки, как, например, столярное, кузнечное дело, которыми настоящий мужчина должен владеть по негласному правилу. Отцовская наука помогала ему всю жизнь. Сам Гарри Камалович не говорил об этом, но каждый виток его судьбы был связан с его умениями. Когда началась война, его 16-летнего подростка назначили колхозным счетоводом, ведь все ушли на фронт, а его повестка пришла в декабре 42-го. 2 месяца в пути в эшелоне до станции Шимановка, в город Свободный. На двухэтажных нарах спали в повалку, по 10 человек в ряд, причем лечь можно было только боком. Посередине вагона стояла железная печка. Вот и все удобства. По прибытии его определили в первую кавалерийскую часть минометного полка. Каждому выдали саблю и лошадь. До мая 43-го года он служил во Владивостоке. Затем был переброшен на Камчатку, на остров
остров Птичий. Там, в ожидании отправки на фронт, молодых бойцов обучали премудростям флотской службы и поведению в кризисных ситуациях. Ведь несколько месяцев назад первый корабль с пополнением, отчаливший с острова, потопили японцы. В 1944 году полк Хисмутова отправили во Владивосток. Умеющих строить направили на строительство подземного завода. Он оказался в первых рядах. Работали в 3 смены, рабочей силы не хватало. Копали под землей в шахте, вытаскивали породу, грузили в вагонетки и вывозили, вспоминает Гарри Камалович. В той шахте случился обвал. Товарища Гарри Камаловича завалило, но он его вытащил, друг остался живой. Он не видел в лицо фашистов за все время, но была и такая война. Весть о победе пришла во Владивосток, откуда в 1947-м его отправили на строительство аэродрома в Нижние Кресты. Так раньше назывался поселок Черский в Нижнеколымском Улусе. За 3 года завершили строительство аэродрома. А в 50-м вместе с сослуживцами со времен Отечественной войны сколотили бригаду 8 человек. Колымстрой должен был заготовить дрова для воинской части. Было нас 2 коммуниста, 1 бывший заключенный поваром у нас. Пошли мы за 100 километров от Нижних Крестов. Пожары были в то время, леса поблизости не было. Работали мы в зиму 50-51 годов. Жили в землянке, которую сами сколотили наспех. Почти как будто на улице и жили. Бригадира не было, мы все общим советом решали. В ту зиму они 8 заготовили 4000 кубов леса. К тому моменту, когда река вскрылась, они натаскали бревна к берегу. Плотами сплавили по реке бревна на место. Гарри Камалович поражается сейчас, как они, 8 человек, смогли это все тогда сделать. А потом его позвали в райком Нижнеколымского района инструктора. Обучился в партшколе, строил здание райкома. В 1963-м с супругой переехали в Якутск, где и родился их первый сын. 5 лет он проработал в системе Министерства коммунального хозяйства и в Якутском горкомхозе. А в 1968 году перевелся в производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства. Тогда началось строительство водозабора, и Гарри Камаловича направили на первый узел старшим мастером, затем назначили начальником. На этой должности он проработал 10 лет. В 1979 году Гарри Камаловича назначили начальником цеха водоснабжения, одновременно с этим он возглавлял партийную организацию водоканала. И еще 5 лет пробыл председателем профсоюза. На заслуженный отдых ушел в 1995 году, ныне в добром здравии. Так же, как и многие советские люди, в тылу наши работники самоотверженно трудились, помогая великой победе. В семье Марухленко тепло хранят воспоминания родителей о той войне, какой запомнилась она именно им. Оба они из Омской области, Муромцевского района, только из разных деревень. И было им по 12-13 лет, когда настигла их война. В семье Екатерины Егоровны, когда отец ушел на фронт, кроме нее у матери на руках остались еще 6 малых братьев и сестер. Все дети выходили работать в поле. Тогда лен дергали руками, хлеб с полей тоже руками собирали. Колоска лишнего с поля нельзя было брать, а голод мучил всех. Как не тяжело было работать, была война. И нельзя было по-другому. В дом пришла похоронка. Отец погиб на войне. Отец Екатерины Егоровны был ранен, лечился в госпитале и по какой-то случайности оказался в списке погибших. А в 1946 году вернулся живым домой. В другой деревне отец Остафа Павловича трудился охотником-промысловиком. Когда началась война, его не призвали в армию, по возрасту не подходил. Один из братьев Остафа ушел на фронт, а он остался работать в колхозе. Затем, после войны, уже много позже войны, Остаф Павлович и Екатерина Егоровна повстречались. Как вспоминают их дети, когда родители переехали в Якутск в 1969 году, сразу же устроились работать в водоканал. Там и проработали всю жизнь до самой пенсии. Не раз супруги Марухленко становились победителями соцсоревнований. Было много благодарности, грамот за хороший труд. Они вырастили 3 детей, дали им всем образование и прожили долгую жизнь. И в памяти нашей всегда должно оставаться та великая победа, которую мы должны передавать своим внукам, правнукам, чтобы вот эта правда передавалась из поколения в поколение. Виктор Викторович Гапонов родился в 1934 году в деревне Петропавловка Муромцевского района Омской области. Его семья переехала в Якутск, когда Виктору Викторовичу было всего 3 года. Через 4 года началась война, и его отца призвали на фронт. Сам Виктор Викторович вспоминает: «Помню его последнее письмо «Треугольник», которое он отправил из госпиталя. В нем он писал, что скоро поведет в бой боевую машину, и на этом все. Не было больше писем. Потом мы получили извещение, что он пропал без вести». Когда отец ушел на фронт, семья переехала в Романовку, район в Якутске. Тогда, в 1941 году, Виктор пошел в 1 класс. Начались голодные и холодные годы войны, которые стали для мальчика порой взросления. Ему надо было каждый день добывать дрова для топки печи и воду.
Война закончилась, семья осталась без кормильца, а Виктор был старшим в семье. Без его помощи никак. В то время шустрого и исполнительного парнишку на работу курьером принял начальник городского телеграфа. Гапонову было 15 лет. Он разносил телеграммы. На телефонной станции он проработал до призыва в армию. Отслужил 3 года. После армии Виктор женился, приобрел профессию шофера. Работать в водоканале Виктор Викторович Гапонов пришел в 1967 году. С тех пор и до самого выхода на заслуженный отдых проработал на родном предприятии. Ныне Виктор Викторович в здравии, активный участник художественной самодеятельности и с особым чувством всегда ждет День Победы, как каждый, кого коснулись тяготы войны. От тебя лично и от всех водоканальцев я обращаюсь к вам, наши ветераны. Мы кланяемся перед вами, обещаем, что мы будем беречь вашу победу. Желаем вам крепкого здоровья. И пусть ваша победа навсегда останется той планкой, на которую мы будем равняться. Спасибо.